Реставратор – специалист по сохранению и восстановлению предметов исторического и культурного наследия. Профессиональная реставрация появилась еще в Средневековье вместе с частными коллекциями произведений искусства. И поначалу от реставратора требовалось одно – по возможности сохранить хороший внешний вид картины или скульптуры, чтобы она была как новенькая. Но со временем пришло понимание, что главное в предмете старины не его функциональность и даже не красота. Современная научная музейная реставрация, в отличие от простого ремонта, предполагает другой подход. Ее цель не воссоздать, а сохранить. Причем сохранить художественные или исторические особенности предмета, дух времени, в котором он появился и существовал. Каждый предмет требует особого подхода. Вот как эта ваза XVIII века в руках реставратора Музея краеведения имени Тугана Мальсагова Хулиматбековой. Но ее восстановление, по словам специалиста, может уйти не один день, поскольку сначала необходимо соединить между собой поврежденные части с помощью гипса. Он лучше подходит для этой работы, но надо делать это максимально быстро, так как он в считанные секунды сухнет. При реставрации вот такого сосуда, любого сосуда, если на нем есть орнамент, по должностной инструкции, по закону полагается не нарушить, не навредить. Такие предметы в музей попадают разным способом и в разном состоянии. Если причиной повреждения одних является время, то в разрушении других повинен человек. Этот сосуд сдали местные жители, которые нашли у себя в огороде, когда они копали яму, и передали сюда в музей. Он был целый. И по дороге случилась авария. Вот там был поврежден этот сосуд. Когда я делаю работу с гипсом, у меня, если не сделать вживую, что значит вживую, без перчаток, так хорошо не получается с перчатками. Поэтому я вот стараюсь руками вот так вот. После того, как мы склеили разбитые части сосуда, в данном случае вазы, необходимо обработать ее, рассказывает реставратор, а затем и придать ей первоначальный вид. После я равняю вот, допустим, к примеру, здесь. В общем-то, тут идет не только реставрация, тут идет воссоздание частей, которые отсутствуют. Вот при реставрации соблюдается вот этот закон сохранения орнамента, а дальше у нас отсутствует кусок, где нету орнамента. И придется доделывать этот орнамент при воссоздании. Вот так наждачкой равняем. Потом подбираем такой же цвет. А как этот цвет можно подобрать? Это можно красите чем-то? Кирпичной пыли можно и подходящими красками подровнять. В профессии реставратора Хулиматбекова трудится уже 11 лет. Через ее руки прошли предметы разных эпох, из различных материалов – дерево, керамика, металл, ткань. Но к каждому предмету она относится очень ответственно. Какая цель у работника-реставратора? Это сохранить историю, не навредить, не испортить. Для подрастающего поколения, чтобы они видели, почувствовали воочию, увидели, какая у них была история. Исторические экспонаты по-разному попадают в музей. Некоторые приносят люди, обнаружив их при земляных работах на своем участке. Другие артефакты добываются археологами при раскопках. И, конечно, каждый из предметов имеет разную историческую ценность. К примеру, вот эта очажная стенка уникальна, рассказывает реставратор. Аналогов этому экспонату не только у нас в Северном Кавказе, но и в России, и в мире нету. Эта очажная стенка найдена при раскопках города Магаса, тоже аланского периода. Этот экспонат сделан в виде ковчега Ноя. У любого профессионала есть человек, который в самом начале помог ему сделать первый шаг в профессии. И для Хулиматбековой этим человеком был ее брат, художник и краевед Хошахмед Имагожев. Он дал несколько ценных советов, следуя которым она выполнила свою первую работу качественно и уложилась в сроки. Это первая моя работа из желтой глины. Огромный сосуд, где-то там около
30 килограммов может, емкость такая большая. На этом сосуде находятся 3 зубчатых орнамента, которые при реставрации нужно было сохранить, не трогать. Поэтому очень аккуратно нужно было работать. Эту работу я выполняла 3 месяца. В конце, когда все было закончено, он так долго смотрел на этот кувшин и в конце сказал: у нас в республике нет такого реставратора, который смог бы отреставрировать. Это была очень большая положительная оценка для меня. За плечами реставратора не только годы труда и опыт, но и полученные ею 3 специализации – портной, закройщик, художник и юрист. Хулимат признается, что знания в каждой сфере бывают не лишними. Для меня в этой профессии никакой сложности нету, потому что я эту работу выполняю с интересом, с удовольствием. Это мое «я». Во время строительства столицы Ингушетии на территории города Магаса было обнаружено много артефактов, подтверждающих, что на этом месте располагался прежний, древний Магас. Откуда и эти мечи, которые были отреставрированы? Это мечи аланского периода. При реставрации мне приходится снять с них ржавый налет уксусно-окислительным способом или щелочным раствором. Промыть проточной водой и тщательно высушив, только тогда начать консервацию. Что значит консервация? Это или масляным, или воздушно-распылительным, то есть лаком, покрыть, нанести первый, второй слой, чтобы не было у железа контакта с воздухом, чтобы железо не окислялось. Профессиональный реставратор – это тот, кто интересуется искусством. Также большое значение в этой деятельности имеют такие качества, как усидчивость, аккуратность, внимательность к деталям и умение концентрироваться на поставленной задаче. Но самое главное в любом деле, чтобы человек любил его. И тогда профессия не будет ему в тягость, а будет доставлять удовольствие, как и для героя нашего сюжета – реставратора Хулимат Бековой.